Внимание! Уберите детей и всех, кто верит в Деда Мороза, от экрана. Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие зрители! Вот мы и оказались на канале... Балалай, дедушка! Правильно, внучка! Всех с Новым годом! С новым счастьем, дорогие друзья! Пальчики вверх! Подписываемся на канал и поехали, да. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на Ньюс Якутска. Молодым везде у нас дорога. Спасибо, дедушка. Меня зовут Катя. Я артистка Русского драматического театра. Снегурочкой я, получается, работаю 6-й год. Меня зовут Илья. Я профессиональный актер, тоже артист Русского драматического театра. Дедом Морозом я уже работаю 15-й год. Вы муж и жена? Да. Да. Всю историю нашего знакомства сложно описать и рассказать вот так быстро. Это отдельная передача нужна. Мы вместе работаем в Русском драматическом театре Александра Сергеевича Пушкина. Там, собственно, познакомились, и там все как бы так вот получилось, что мы теперь семья. Да, вместе мы, получается, 4-й год, а женаты год. Сегодня вы будете отвечать на интимные вопросы. А если вы не хотите отвечать на вопрос, то можете заплатить нам 250 рублей, и мы его пропустим. Что-то какая-то странная у вас передача, ребята. Неправильно это. Давайте наоборот. Я получаю удовольствие от работы. Иначе бы я этим не занимался, потому что эта работа требует крайне много времени и приносит не так много денег, чтобы ради денег здесь находиться. Но так она сильно ничем не отличается от актерской работы. Просто это образ один, а работа-то одинаковая. Что так, что эдак ты перевоплощаешься в другое какое-то существо. Вот Дед Мороз. Это очередная роль. Просто я ее играю уже, получается, 15-й год. Одна из любимых моих ролей. Ну, не стану отрицать, что это бывает тяжеловато, потому что и дети трудные попадаются. Но в основном это мероприятие веселое, но, честно говоря, утомительное. Потому что с одного заказа на другой бывает тяжеловато. Но, в принципе, это приносит удовольствие. У меня нет. У меня тоже таких детей не было. Бывает, что дети некоторые боятся, там бывают истерики какие-то, а чтобы вот прям такие отвратительные дети были, у меня никогда такого не было. Ни здесь, в Якутске, ни в Москве такого не случалось. Какое самое оригинальное выступление вам дарил ребенок? Какой-то мальчик же у тебя читал, не Бродского ли? Стихи читают, удивляют объемами стихов, удивляют авторами. То есть некоторые дети читают далеко не детские стихи. А так, чтобы как-то прям какого-то ребенка я так сильно запомнил, у меня не было таких. Они все классные. И отдельно как бы я не могу сейчас вспомнить ничего такого. Я могу вспомнить разве что примеры семей некоторых, которые вот приходишь к ним в гости, а там, допустим, вот была у меня одна семья, все в костюмах кигуруми, от дедушки до самого младшего ребенка, то есть все настолько подготовленные, встречают Новый год, помогают тебе работать, с удовольствием играют, то есть они не стоят в стороне, там, сложив руки. То есть и дедушка пляшет, и дети пляшут, и родители счастливы, и все как маленькие дети, это один большой такой утренник получается, вот этот пример врезался в память. Отдельно каждого ребенка я, конечно, не вспомню. Самое необычное. Не знаю, у меня на Рублевке было несколько елок. Но я бы не сказал, что это там что-то сверхъестественное и необычное, но для меня это было очень как бы непривычно. Потому что там чего только не было. Вот. То есть всякие фокусы, змеи, ежики дрессированные, все было. И я такой Дед Мороз. Вот. У меня из чудес только посох, которым я могу синяк поставить. Больше ничего, грубо говоря. Вот это было для меня как-то несколько удивительно, что я там оказался. А так каких-то специфических мест у меня особо не было. А у меня было необычное поздравление само по себе. Парень заказал Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сделать предложение девушке. Это было здорово. То есть как бы помучили немножко девушку, поиграли с ней. Ну, точно так же, как играют с детьми. И в конце концов Дедушка Мороз подарил колечко девушке. И парень сделал ей предложение. Вот. А вы только вдвоем вместе работаете? Нет, мы вообще, этот первый Новый год совместный у нас будет работы Дедом Морозом и Снегурочкой. У меня до этого дедушки было уже 5.
Вот, а я уже со счета сбился, сколько у меня было снегурочек. Их уже считать как бы... Здесь, в Якутске, это получается вторая снегурочка. Было очень много. Я нет. Вообще я из Мордовии. В Якутию приехал из Москвы. То есть я в Москве отучился, в Москве работал, волею судеб оказался здесь. А я и уроженка, якутянка. Я лет в 5. А я вот не помню, сколько мне было лет, но это интересная история. У меня есть брат старший, он на 2 года старше меня. И мы ночью как-то в преддверии Нового года проснулись и смотрим, наш отец с дядей сидят, играют в деньги. А у нас не было деньги. Вот, они, короче, на то есть на Новый год нам подарок купили, вот деньги. Мы как бы спалили раньше времени то, что нам... А потом они нам втирали, что это Дед Мороз нам подарил. Поэтому как бы вот с того времени я, собственно, и не верю. Но единственное, что я не помню, сколько мне было лет. Может быть, там лет 6, может 5, что-то такое. А я шарилась по маминым шкафам и обнаружила подарки. Подумала, вот от мамы подарки. А потом их принес Дедушка Мороз. Чудо кончилось, кино не будет. Нет, конечно. Утренники происходят очень рано. Плюс надо до него доехать, надо загримироваться, одеться. Плюс в детском садике жарко обычно, потому что утренник — это детский садик. И если там еще и выпить, мне кажется, там, ты не доживешь до самого начала, потому что... И поэтому я не выпиваю. То есть я, в принципе, мало пью, а как бы перед работой тем более. Да, любят великовозрастные мальчики на корпоративах полапать Снегурочку. Очень любят. Это, к сожалению, минус этой работы. Поэтому я не очень люблю работать на взрослых утренниках, потому что и пошлые какие-то предложения, и пошлые речи, и вот руки распускают. Люди почему-то воспринимают как какого-то, не знаю, аниматора. Им невдомек, что это вот какая-то работа, что это тяжело. Им весело, значит, и тебе должно быть весело. И если ты легко перевоплощаешься в Снегурочку, почему бы тебе легко и не перевоплотиться как бы в девочку по вызову или как, я не знаю. Очень много таких мальчиков. Я слышал о подобных выходках со стороны, так сказать, прекрасных половин по отношению к Дедам Морозам, но на себе я не испытывал подобных проявлений. Как бы у меня все нормально в этом смысле. Но я тоже не очень люблю проводить как бы корпоративы, потому что пьяные мальчики и девочки иногда себя очень похабно ведут. И с этим надо уметь работать. Дедушка Мороз не очень стрессоустойчив. Да, поэтому как бы я стараюсь избегать подобных эксцессов. За сезон Дед Мороз заработает чуть больше, чем Снегурочка, в любом случае. Тут история такая, что Снегурочка на самом деле работает больше, чем Дедушка Мороз. Например, на тех же домашних вызовах. Сначала первая заходит Снегурочка, чтобы расслабить детей, поиграть с ними, а только потом звать Дедушку Мороза, потому что некоторые дети сразу начинают пугаться, бояться, плакать. Ответственность и основная часть нагрузки лежит на Снегурочке. И вот домашние вызовы, они как бы пополам делятся. А так как есть утренники в детских садах, например, то там нужен в основном только Дедушка Мороз. И поэтому Дедушка Мороз больше и зарабатывает, потому что на утреннике Снегурочку не зовут. Там у нас своя Снегурочка, да, и так далее, и так далее. И как бы поэтому просто Снегурочки меньше по объему работают, в общем, в смысле заказов меньше. Угу. И потом в условиях пандемии, к несчастью, заработки наши резко сократились, потому что вот в детских садиках и в школах запрещены массовые мероприятия. А в хороший сезон до пандемии я слышал о цифрах таких, как 250 тысяч можно было заработать. Я, допустим, максимально зарабатывал, по-моему, что-то 180 за сезон. Именно, то есть вот за 2 недели таких предновогодних. А сейчас люди просто боятся, на самом деле, звать Деда Мороза и Снегурочку. Да, сейчас как бы заказов меньше стало, и денег у людей меньше стало, поэтому как бы сокращают расходы. Чаще всего за счет чего? За счет веселья. Можно как бы и Новый год и без Деда Мороза обойтись, телевизор включим, возле телевизора посидим. Поэтому заказов поменьше стало. Сколько примерно был максимум в день вызовов было у вас? Самый максимум это 30. На износ была работа, и вот 30 штук в день, да. 31 числа. Я так больше не хочу, нет. Я не согласна. 28 или 29. То есть это, грубо говоря, я вышел из дома в 9 часов, сел в машину, и дома я оказался где-то там без 20-12. А я в машине один раз встретила Новый год. Грустно.
Разоблачали? Меня? Меня нет. Мне, наоборот, только помогали в моей работе дети. Они всегда очень радуются. Хотя бы делают вид, что верят, ну, более старшие дети. Я говорю о детях, которым уже лет 10, 11 и вот дальше. А так дети очень рады, всегда кидаются, обнимаются. Детки замечательные. Сам даже как будто начинаешь верить, что ты Снегурочка. Не помню, чтоб меня как бы разоблачали и кричали там что-то типа «О, Дед Мороз не настоящий!» Такого вроде как не было. Но если только так, ну, на утреннике, на каком-то большом, там, может быть, кто-то где-то, этого я не помню. А вот таких, чтобы прямых обвинений в том, что ты не Дед Мороз, такого я не припомню на своем веку. Нет. Не было. Просто если вы когда в них работаете, то есть у вас 30 заказов, то у вас одно желание вам снять бы этот костюм поскорее и как бы и убрать его, чтобы его не видеть еще целый год. При всей моей любви к этой работе, она очень тяжелая в плане того, что ну, вот борода, от нее все начинает болеть. Она там на резинках крепится, и вот лицо, вот это все очень неприятно. И кроме того, это неудобно банально. Оно и так жаркое, как бы. Так что у меня таких желаний даже не возникало. Скучный Дедушка Мороз. Может быть, вот когда в театре какие-нибудь роли, вот там бывало. А вот в этих костюмах точно нет. Дорогие папы, не появляйтесь, пожалуйста, в нижнем белье, когда приходят сторонние люди, особенно Дедушка Мороз и Снегурочка. Да, мы очень рады, что у вас спортивные фигуры. Да. Но как бы лицезреть их нам не очень приятно. Поэтому как бы относитесь к празднику как к празднику. И в первую очередь праздник для вас, для ваших детей. Проявляйте уважение к ним, к детям. И помните, что вот этот маленький человечек, он готовил это стихотворение совершенно не для нас. Мы, конечно же, послушаем, нам это очень тоже приятно, но он же для вас это все готовил. Вы же для него этот подарок делаете. Вы для него заказываете нас, чтобы мы пришли, повеселили. Понаблюдайте за своим ребенком. Они такие классные, они вот такие вот. Любите детей своих в первую очередь и проявляйте к ним уважение. И раз уж у них праздник, так вы оденьтесь по-человечески. А то ходите в трусах. Ну это как-то стыдно должно быть в конце концов. Даже мне стыдно стало сейчас. А так, счастливого вам Нового года. Приглашайте к нас в гости, мы будем рады вас поздравить с Новым годом, поздравить ваших детей и принести вам хорошего настроения в этот праздничный, чудный день. До новых встреч! Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и верьте в чудеса. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам за просмотры, которые вы подарили нам в этом году. Мы в этом году выходили в тренды, подняли уже больше 40 тысяч подписчиков. Дальше больше. Надеемся, что в следующем году мы доберемся до 100 тысяч. И только с вами это произойдет. Поэтому подписываемся. Не забываем ставить лайки и продвигать наши видео, рассказывать о них друзьям. Всем вам, вашим семьям мы желаем счастья, здоровья. Проведите этот Новый год с приятным якутским вайбом. Всем до скорых встреч. Мы вернемся в январе. Всем пока.